Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Россиянин Данил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована вчера на официальном сайте организации. Он стал первым с 2005 года теннисистом в топ-2 рейтинга, который не входит в так называемую «большую четверку», состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея. В 2021 году Медведев выиграл 10 матчей и потерпел 2 поражения. В текущем сезоне он дошел до финала открытого чемпионата Австралии, а также стал победителем турнира ATP в Марселе. Баскетболисты столичного ЦСКА на своей площадке обыграли подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 92-73. Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Йоханнес Фойгтман, набравший 22 очка. ЦСКА одержал 13-ю победу в 18 матчах регулярки и занимает 3-е место в турнирной таблице. Подмосковные баскетболисты располагаются на 7-й позиции, имея в активе 8 побед после 17 туров. В следующем матче армейцы в гостях сыграют с сталинским Калевом, а «Химки» на выезде сойдутся с польским клубом «Зеленогура». Оба матча пройдут 22 марта. Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси повторил рекорд бывшего партнера по команде испанца Хави по количеству проведенных официальных матчей за каталонцев. Вчера Месси вышел в стартовом составе на домашний матч 27-го тура чемпионата Испании против Уэски. Эта игра стала для него 767-й по счету. Очередной рекорд аргентинец, кстати, отпраздновал, забив 2 мяча. Напомним, Месси является воспитанником Барселоны и выступает за главную команду с 2004 года. За это время он забил 569 голов и 6 раз получил золотой мяч. Также в его активе множество командных трофеев, в числе которых 4 Кубка Лиги Чемпионов и 3 Суперкубка УЕФА. Форвард Вашингтона Александр Овечкин вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Россиянин в победном матче с Баффало забросил шайбу, которая стала для него 717-й в рамках регулярок. Овечкин выступает за столичный клуб с 2005 года. Он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, 9 раз лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз Тед Линдсей Эворд и 1 раз Арт Росс Трофи. В 2018 году россиянин в составе Вашингтона стал обладателем Кубка Стэнли. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков первого раунда плей-офф турнира. Лучшим голкипером был признан страж ворот ярославского «Локомотива» Эдвард Паскуале. Канадец в противостоянии с Йокеритом дважды сыграл на 0 и отразил 97% бросков. Лучшим защитником стал динамовец Андрей Сергеев, который в серии с Северсталью забросил 3 шайбы и сделал 4 ассиста. Звание лучшего нападающего было присуждено Николаю Голдобину. Игрок «Металлурга» в серии с Борисом оформил 3 шайбы и 3 передачи. Лучшим новичком стал Алексей Протас из минского «Динамо», забросивший 1 шайбу и сделавший 3 ассиста в матчах с питерским «СКА». Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 17 марта. Перейдем к событиям якутского спорта. Международный турнир по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева пройдет в Якутске с 29 апреля по 1 мая. Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за сложной эпидобстановки соревнования планируется провести в Москве с 4 по 6 марта. Выявление победителей и призеров пройдет в 10 весовых категориях среди спортсменов 2001 по 2003 года рождения. Чемпионы турнира получат 70 тысяч рублей, серебряные призеры 50 тысяч и бронзовые призеры 40 тысяч рублей. Сборная Северо-Восточного федерального университета стала победительницей республиканского турнира по мини-футболу среди женщин. Участие в турнире приняли 4 команды. По итогам состязаний по круговой системе первое место заняли студентки, одержавшие 3 победы в 3 матчах. Вторыми стали представительницы Оленёкского Улуса. Тройку лидеров замкнула сборная Якутского медколледжа. По итогам данного турнира будет сформирована сборная республики, которая под руководством тренера Даниэля Дура-Даини выступит на чемпионате Дальнего Востока. Соревнования начнутся на следующей неделе в городе Спасск-Дальний. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!